Всем привет! Добро пожаловать на уроки по казахскому языку. И сегодня у нас практическое занятие по падежам казахского языка. Перед тем, как смотреть сегодняшнее видео, советую повторить все окончания, которые присоединяются к падежам казахского языка. Также вы можете не спешить с ответом, оставить видео на паузу. Правильный ответ я буду показывать спустя 3 секунды, чтобы не затягивать свое видео. И первый пример — это у нас слово «алма», переводится «яблоко». Итак, начинаем прибавлять окончания к данному слову. Первый падеж — это у нас именительный падеж. Атау-септык. Отвечает на вопрос «кто что?». Здесь мы не прибавляем никаких окончаний. Далее переходим к следующему падежу. Элик-септык. Задаем вопрос. Алма — это у нас что? Яблоко. Задаем вопрос ненын. Чего? Слово алма заканчивается на гласную букву. И мы в данном случае прибавляем следующее окончание. Окончание нын получается ненын, алма нын. Следующий падеж. Барыс-септык. Задаем вопрос неге и прибавляем соответствующее окончание. Получается окончание ха, то есть задали вопрос неге, получается алма-ха. Следующий падеж табыс-септык. Также задаем вопрос нены, чего, и прибавляем соответствующее окончание. Обращаем внимание на то, что слово заканчивается на гласную букву, следовательно ищем подходящее окончание. Получается алма-ны. Следующий падеж жатыс-септык. Опять же задаем вопрос неге, обращаем внимание на то, что слово алма заканчивается на гласную букву, слово твердое, значит и окончание подбираем соответствующие. Получается алмада, то есть неде, алмада. Следующий падеж шахыс-септык. Опять же задаем вопрос неден, обращаем внимание на какую букву заканчивается слово и ищем подходящее окончание. В данном случае мы прибавляем окончание дан. Получается неден, алмадан. Следующий падеж, это последний падеж комиктес-септык. Опять задаем вопрос немен, так как яблоко — это у нас что? И прибавляем соответствующее окончание. Получается слово алма-мен, то есть не мен, алма-мен. Следующий пример — это слово мектеп. Переводится как школа. Итак, начинаем прибавлять окончание. Атау-септык. Задаем вопрос не, то есть что? Школа, мектеп остается без изменений. Следующий падеж. Родительный падеж элик-септык. Задаем вопрос ненын, чего? Получаем ответ школы, то есть ненын, мектептын. Следующий падеж барыс-септык. Дательно-направительный падеж. Также задаем вопрос, в данном случае кайда, то есть куда, и получаем ответ мектеп-кет. Следующий падеж табыс-септык, винительный падеж. Задаем вопрос нены, чего? Обращаем внимание на то, что слово мектеп заканчивается на глухую букву. Само по себе слово мягкое, значит и ищем подходящее окончание. В данном случае это окончание т, то есть мектеп т. То есть чего? Школы. Нены, мектеп т. Следующий падеж жатыс-септык. Также задаем вопрос неде перед тем, как прибавить соответствующее окончание. Обращаем свое внимание на то, что слово заканчивается на глухую согласную букву и подбираем соответствующее окончание. В данном случае это окончание те, то есть неде, мектеп те. Или также можно задать вопрос кайда, мектеп те. Следующий падеж шахыс-септык, исходный падеж. Также задаем вопрос неден и прибавляем соответствующее окончание. Получается мектеп-тен, то есть неден, мектеп-тен. И последний падеж — это комиктес-септык, творительный падеж. Также задаем к этому слову мектеп вопрос немен и прибавляем соответствующее окончание. Получается мектеп-пен. Следующий пример — это слово кар. Переводится как снег. Еще раз хочу повторить, если вам трудно подбирать окончания, не стесняйтесь пользоваться своими подсказками, которые вы до этого записывали. Ставьте видео на паузу, прибавляйте нужные окончания и затем сверяйтесь с видео. Не надо никуда торопиться, выделите свободное время и хорошенько попрактикуйтесь с данными словами. Итак, продолжаем разбор следующего слова. Кар, снег. Атау-септык, именительный падеж. Задаем вопрос что? Снег остается без изменений. Кар. Родительный падеж элик-септык. Задаем вопрос чего? Ненын. И прибавляем соответствующее окончание. Обращаем на то внимание, что слово кар заканчивается на сонорную «р», слово твердое, значит и ищем соответствующее окончание. В данном случае это окончание «дын». Получается ненын, кар-дын. Следующий падеж барыс-септык. Задаем вопрос чему? Неге. И прибавляем соответствующее окончание. В данном случае это окончание га. Получается неге, карга. Следующий падеж табыс-септык. Также задаем вопрос нены, чего? И прибавляем соответствующее окончание. В данном случае это окончание д. Получается нены, кар-д.
Следующий падеж жатыс септык. Опять задаем вопрос неде и прибавляем соответствующее окончание. В данном случае это окончание да. Получается неде карда. Следующий падеж шығыс септык. Также задаем вопрос неден и прибавляем соответствующее окончание. Так как слово твердое, обращайте на это внимание, в зависимости от твердости мы прибавляем соответствующее окончание и смотрим, на какую букву оканчивается данное слово. Итак, задаем вопрос неден и прибавляем соответствующее окончание. В данном случае это окончание дан, то есть неден кардан. Следующий падеж комиктес септык, творительный падеж. Опять задаем вопрос немен и прибавляем соответствующее окончание. То есть немен, кармен. Переходим к следующему слову. Слово көше, улица. Итак, прибавляем окончание. Атаусептык, задаем вопрос что не көше, то есть остается без изменений. Следующий падеж элексептык менын, көшенын. То есть смотрим, что слово көше заканчивается на гласную букву. Слово мягкое, значит и подбираем соответствующее окончание. Получается ненын, көшенын. Следующий падеж барыс септык. Неге, көшеге. Табыс септык. Винительный падеж. Задаем вопрос нены и прибавляем соответствующее окончание. Нены, көшены. Жатыс септык. Задаем вопрос неде и прибавляем соответствующее окончание. Көшеде, неде, көшеде. Шығыс септык, исходный падеж. Также задаем вопрос неден и прибавляем соответствующее окончание. То есть неден, көшеден. Следующий падеж комиктес септык. Также задаем вопрос немен, с чем или чем и прибавляем соответствующее окончание. То есть немен, көшемен. Переходим к следующему примеру. Асхана, столовая. И начинаем прибавлять окончание. Атаусептык, задаем вопрос не, что, столовая. Остается без изменений. Асхана. Родительный падеж элексептык. Задаем вопрос нены и прибавляем окончание. Ненын, асханын. Смотрим, что слово твердое заканчивается на гласную букву, соответственно и прибавляем нужное окончание. Следующий падеж барыс септык. Задаем вопрос неге или кайда и прибавляем соответствующее окончание. То есть неге, асханага или кайда, асханага. Следующий падеж табыс септык. Также задаем вопрос перед тем, как прибавить окончание. Смотрим, на какую букву заканчивается слово. В данном случае на гласную. Слово твердое, значит и прибавляем соответствующее окончание. В данном случае это окончание н, то есть не н, а асхана н. Следующий падеж жатыс септык. Задаем вопрос неде или кайда и прибавляем нужные окончания. То есть неде, асханада или кайда, асханада. Следующий падеж шығыс септык. Также задаем вопрос неден либо кайдан и прибавляем нужные окончания. То есть неден, асханадан. Следующий падеж комиктес септык. Также задаем вопрос немен, с чем или чем и прибавляем нужные окончания. Немен, асханамен. Следующий пример. Суретши. Переводится как художник. Начинаем прибавлять окончания. Задаем вопрос кым суретши, то есть кто художник. В атаусептык никаких окончаний мы не прибавляем. Следующий падеж элексептык, родительный падеж, то есть задаем вопрос кымнын, кого, художника и прибавляем соответствующее окончание. В данном случае это окончание нын, то есть кымнын суретшинын, то есть кого, художника. Следующий падеж барыс септык. Задаем опять вопрос кымге и прибавляем нужное окончание. В данном случае это окончание ге. Получается кымге суретшиге. Следующий падеж табыс септык. Опять задаем вопрос кымды, кого и прибавляем нужное окончание. То есть кымды суретшин. Жатыс септык. Опять задаем вопрос кымге, то есть у кого. И прибавляем нужное окончание, то есть кымде, суретшинде. Следующий падеж шығыс септык. Также задаем вопрос перед тем, как прибавить окончание. В данном случае это вопрос кымнен, от кого, так как художник это человек, и мы здесь задаем вопрос от кого, то есть кымнен, суретшинен, кымнен, суретшинен. И последний падеж это комиктес септык, творительный падеж. Также задаем вопрос кыммен, с кем. И прибавляем нужное окончание. Кыммен суретши мен, то есть с кем, с художником. Кыммен суретши мен. Переходим к следующему примеру. Следующий пример это у нас щие, вишня. Начинаем прибавлять окончание. Задаем вопрос к слову, что вишня, то есть не щие. Атаусептык остается без изменений.
Следующий падеж эликсептек. Задаем вопрос ненын и прибавляем нужное окончание. Смотрим на то, что слово мягкое, заканчивается на гласную букву и прибавляем нужное окончание. То есть ненын, щиенын, то есть чего вишни. Барыссептек. Опять же задаем вопрос неге и прибавляем нужное окончание. Неге, щеге. Табыссептек. Винительный падеж. Также задаем вопрос нены, чего или что, и прибавляем нужное окончание. В данном случае это окончание н, то есть нены, щиены. Следующий падеж жатыссептек. Также задаем вопрос перед тем, как прибавить окончание неде, щиеде, и прибавляем нужное окончание. В данном случае это окончание де, то есть неде, щиеде. Следующий падеж шахыссептек. Опять задаем вопрос к слову, в данном случае неден, и прибавляем нужное окончание. Получается неден, щиеден. И последний падеж, такой мектес-септек, творительный падеж. Задаем вопрос немен, то есть с чем, и прибавляем нужное окончание. То есть немен, щиемен, то есть с чем или чем, с вишней или вишней. Переходим к следующему примеру. Алмурт. Груша. Начинаем прибавлять окончание. Задаем вопрос атаусептек, что груша не алмурт. Остается без изменений, никаких окончаний мы не прибавляем. Следующий падеж эликсептек. Задаем вопрос ненын и прибавляем нужное окончание. Обращаем внимание на то, что слово твердое и заканчивается глухой согласной т. Значит, нам и нужно прибавить соответствующее окончание. Итак, получается ненын алмуртын. Следующий падеж барыссептек. Задаем вопрос неге, чему, и прибавляем нужное окончание. В данном случае это окончание к, то есть неге алмурт к. Следующий падеж табыссептек. Также задаем вопрос перед тем, как прибавить окончание, и получаем следующий вариант. Нены алмурт т. Следующий падеж жатыссептек. Опять задаем вопрос к слову, в данном случае это неде. Обращаем внимание на то, какое у нас слово твердое и заканчивается глухой согласной буквой Т, и прибавляем нужное окончание. Получается неде алмурт та, то есть у чего? У груши. Следующий падеж шахыссептек. Задаем вопрос неден или кайдан и прибавляем нужное окончание. То есть неден алмурт тан. И последний падеж, это коммектес-септек, творительный падеж. Также задаем вопрос к данному слову алмурт. В данном случае вопрос звучит как немен, с чем или чем. И получаем следующий вариант, то есть немен, алмурт пен. Переходим к следующему примеру. Это слово дюкен. Переводится как магазин. Начинаем прибавлять падежное окончание. Первый падеж это атаусептек. Задаем вопрос к слову, что магазин не дюкен. Остается без изменений. Следующий падеж эликсептек, родительный падеж. Задаем вопрос ненен, то есть чего? Магазина. Ненын, дюкеннен. То есть прибавляем к данному слову окончание нен. Смотрим на то, что слово заканчивается на сонорную н. Само слово мягкое, значит мы прибавляем соответствующее окончание. Следующий падеж барыссептек. Также задаем вопрос к слову, в данном случае неге или кайда, и прибавляем нужное окончание. В данном случае это окончание ге, то есть кайда, дюкенге. Следующий падеж табыссептек. Задаем вопрос нене и прибавляем нужное окончание. В данном случае это окончание д, то есть нене, дюкен д. Следующий падеж жатыссептек. Опять задаем вопрос к слову неде и подбираем нужное окончание. В данном случае это окончание де, то есть неде, дюкен де. Следующий падеж шахыссептек. Задаем вопрос неден или кайдан и прибавляем нужное окончание. То есть неден, дюкен нен или кайдан, дюкен нен. И последний падеж, это творительный падеж, коммектес-септек. Также задаем вопрос перед тем, как прибавить окончание немен, дюкен мен. Переходим к следующему примеру. Следующий пример это слово денсаулык. Переводится как здоровье. Начинаем прибавлять падежное окончание. Первый падеж это атаусептек. Задаем вопрос, что здоровье, то есть не денсаулык. Остается без изменений. Следующий падеж эликсептек, родительный падеж. Задаем вопрос ненын, чего здоровье. Обращаем внимание на то, что слово заканчивается на глухую к, значит им нужно прибавить соответствующее окончание. Получается денсаулыктын.
Слово твердое, значит окончание мы прибавили твердое. Следующий падеж барыс септик. Опять задаем вопрос неге и прибавляем нужное окончание. Неге денсаулык к. Следующий падеж табыс септик. Опять задаем вопрос нены и прибавляем нужное окончание. Нены денсаулык т. Следующий падеж жатыс септик. Задаем вопрос к слову, в данном случае неге, и прибавляем соответствующее окончание. То есть неге денсаулык та, то есть прибавляем окончание та. Следующий падеж шахыс септик. Задаем вопрос перед тем, как прибавить окончание, и подбираем нужное окончание. Задаем вопрос неден и прибавляем в данном случае окончание тан, то есть неден денсаулык тан. И последний падеж это комиктес септик, творительный падеж. Задаем вопрос немен с чем и получаем ответ денсаулык пен, то есть немен денсаулык пен. Итак, на этом данный урок завершен. Если у вас были какие-то ошибки, не отчаивайтесь. Ошибки бывают у каждого. Обратите внимание на то, где у вас именно были ошибки, и потренируйтесь еще. Чтобы хорошо запомнить данное окончание, я советую тренироваться хотя бы с одним словом в день. То есть берете одно слово и начинаете прибавлять падежные окончания. Как только войдет у вас это в привычку, вы будете прибавлять окончания автоматически. Ну а на этом данный практический урок завершен. Большое спасибо за просмотр. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях и увидимся в следующем уроке.